прекрасную возможность ненадолго окунуться в быт и культурные традиции наших предков. Это народные праздники, сохраненные нашими предками. Одним из таких праздников является Трифон и Пелагея. Он отмечается ежегодно 21 октября. Церковь чтит в эту пору память преподобной Пелагеи Антиохийской и преподобного Трифона, архимандрита Вятского. Святая Пелагея проживала в V веке на территории сирийской Антиохии. Она принадлежала к театральной богеме, была актрисой и заведовала цирковыми танцовщиками. Обладая привлекательной внешностью, Пелагея вела разгульный образ жизни. Однажды в городе проходил всеобщий христианский собор, где присутствовали все епископы сирийской земли. Занятая бытовыми делами, Пелагея случайно прошла мимо храма. При этом, видя откровенный наряд и зная ее репутацию, все священники брезгливо отвели от женщины глаза. Лишь один из епископов пристально посмотрел на блудницу и провел ночь в горячих молитвах о спасении ее души. По свидетельствам самой святой, в эту ночь она не могла уснуть, так как все ее тело будто горело огнем. Поутру она первым делом посетила храм, где присутствовала на богослужении. Впервые в жизни, услышав христианскую проповедь, Пелагея была глубоко поражена мудростью учения Христа. Женщина раскаялась в ранее содеянных грехах, раздала неправедным путем нажитое имущество страждущим, и, облачившись в лохмотья, паломницей отправилась в Иерусалим, где поселилась в уединенной пещере на Елеонской горе. Там она провела остаток жизни, усиленно моля. Преподобный Трифон был уроженцем Архангельской губернии. Когда юноша повзрослел и для него наступила пора выбирать себе невесту, он честно признался родителям, что тяготеет к монашеской жизни. Покинув отчий дом, Трифон перебрался в город Устюг, под покровительство местного священника, где посвятил свою жизнь непрестанной молитве. Спустя некоторое время святой Трифон был принят в Пысорскую обитель, и его подстригли в монахи. Не желая мирской славы, преподобный перебрался в одиночный скит в устье реки Мулянки. Только обжившись на новое место, он узнал, что выбранная им уединенная местность плотно заселена сибирскими народами. Узрев в этом Божий промысел, преподобный Трифон начал активно проповедовать среди них и приобщил к христианству многие сотни людей. Спустя несколько лет, он переехал на реку Чусовую, где основал Успенский монастырь. Преподобный Трифон стал его первым игуменом, и здесь же был посвящен в архимандриты. Традиции и обряды этого дня. По традиции, наши предки в день Пелагеи Трифона начинали готовиться к скорой зиме. Они шили новую одежду, латали старую, вязали носки и варежки. В народе говорили: Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет. С Пелагеи Трифона начинали рубить починок, закладывать в лесах новые пашни. Лес рубили и выжигали, а лесины и дрова отвозили в деревню на строительство новых домов. Починок – другое название этого праздника. А еще, 21 октября, на Руси люди катили бочки с солеными огурцами и капустой к реке и опускали на дно. Бочки с соленьями скидывали на дно рек и озер. Зимой, когда река покрывалась льдом, температура воды была как раз идеальной для того, чтобы овощи не замерзли и не испортились. Крестьяне рубили прорубь и вытаскивали вкусности. Приметы и поверья на день Трифона и Пелагеи. Если облака на Пелагею низко плывут, то это к морозу. Если до 21 октября с березы не опали все листья, снег выпадет поздно. Если на Пелагею вокруг Солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода. Если звезды 21 октября ярко сияют, будет хорошая погода, а если звезды тускнеют, к ненастью. Также наши предки отмечали в этот день, как ведет себя домашняя скотина. Если домашние животные вели себя беспокойно, то жди ненастной погоды. Какие же запреты на этот день? По поверьям, в этот день нельзя рассказывать плохие сны до самого заката. Они либо сбудутся, либо другим образом принесут неудачу. В день Пелагеи Трифона запрещалось болтать по пустякам, иначе в жизни может возникнуть череда неприятностей. Также нельзя бездельничать,
потому как Пелагея ценит тех, кто ежедневно выполняет поставленные цели. Давайте же, дорогие мои, будем почитать праздники наших предков, и обратимся с просьбой о милости к святым Трифону и Пелагее. Всем желаю мира, доброты и счастья в ваш дом. Будьте здоровы, друзья мои. Человеку для счастья нужно немного. Будьте здоровы телом и духом. Радуйтесь каждому новому рассвету, просыпайтесь с улыбкой и засыпайте с удовлетворением от совершенного днем. Верьте в добро и не забывайте совершать чудеса своими руками. Любите искренне и будьте любимы в ответ. Пусть ваш дом будет полной чашей, нужда никогда не появится на пороге.